В эфире программа «Актуальное интервью». С вами Дарья Короленкова. Приветствую. От качества кормов будет во многом зависеть, какой будет предстоящая зимовка у крупного рогатого скота. В эти дни у аграриев Якутии продолжается заготовка сена. Сегодня обсудим ход кормозаготовки и уборочной кампании. Гость студии Вячеслав Гаврилев, руководитель департамента развития растениеводства, отраслей земледелия и мелиорации Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха-Якутия. Вячеслав Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем сегодняшнюю передачу с посевной кампании. Как завершилась, какие культуры были посажены, каковы ожидания сейчас? Ну, если касаться кормопроизводства, да, по всей республике посажено на данный момент 30 500 гектаров кормовых культур, в том числе более 15 тысяч гектаров это однолетние травы. В основном овес. Там еще местами есть кукуруза и подсолнух именно на силос. В текущем году силос мы планируем заготовить 24 тысячи тонн и 13,5 тысячи тонн это сенаж. Это сочные корма наши. Так как все агрономические сроки были соблюдены по посеву, мы ожидаем, прогнозируем исполнение вот этих плановых значений. Даже будет некоторое увеличение, и, в основном по сенажу. Мы ожидаем выполнения прогнозных данных по заготовке сочных кормов. Это до какого срока? Какие сроки? Уже работы начались, заготовлено 4700 тонн силосной массы и 810 тонн сенажа. Хозяйство постепенно переходит с заготовки сена на заготовку на сочные корма. Может ли наша республика полностью обеспечить себя кормовыми и овощными культурами на сегодняшний момент? Овощными культурами за прошлый год за счет местного производства было обеспечено 35%. Это подсчет, да, по итогам прошлого года. В текущем году из-за того, что погода благоприятствовала именно возделыванию именно картофеля и овощей, также мы ожидаем где-то в районе 36-37% обеспечить за счет местного производства овощами. Какие задачи стоят сейчас перед отраслью растениеводства? На данный момент указом главы 269 нам к 30 году необходимо увеличить посевные и площади в обработке до 70 тысяч гектаров. На данный момент этот показатель в районе 59 тысяч гектаров. Мы постепенно должны увеличивать посевы кормовых, так как это наиболее с низкой себестоимостью площади, и поэтому упор делается на это. И в основном приоритет по всей республике дается именно отрасли животноводства. И поэтому для подготовки кормов для животноводства уделяется большое внимание. Также без внимания не останутся такие направления, как картофелеводство, овощеводство и посев зерновых культур. Также мы постепенно будем увеличивать, так как это семенной материал именно для посева однолетних кормовых культур. Поэтому также направление семеноводства будет развиваться в нашей республике. Давайте перейдем к теме кормозаготовительной кампании. Сколько гектаров сельхозземель скошено, сколько тонн сена заготовлено? На данный момент скошено уже более 200 тысяч гектаров сенокосных угодий, где заготовлено 211 тысяч тонн сена. Это 49% от плановых значений.
Ну, есть некое отставание, да, от прошлых лет, и в принципе мы как по агрономическим срокам, по зоотехнической потребности к 15 августа по всей республике необходимо было заготовить уже 75% запланированных объемов, но в связи с тем, что продолжительные дожди, они мешали, да, вот, заготовке сена. Скошенная трава, она должна просохнуть и в таком виде уже должна быть собрана и доставлена на места хранения. И поэтому была задержка, но ввиду того, что на сенокосную кампанию сейчас задействовано более 10 тысяч единиц техники, мы вот этот пробел, да, мы сможем, ну, за счет того, что механизация уже увеличилась, да, мы сможем восполнить вот это отставание. А если вот все-таки, что вот может случиться, если не успеете, условно говоря? Ну, Дополнительно как-то? да, мы дополнительно направляем уже именно мобильные бригады на отдаленные участки, чтобы они там заготавливали сено. Есть места, которые, где травостой значительно низкий, и поэтому хозяйствам необходимо удаляться от мест, ну, от наслегов на те места, которые есть сенокосные угодья, и там заготавливать сено. Так, заявки на данный момент в министерство поступили от 15 районов, где планируется заготовить 38 тысяч тонн сена. Ну вот, заявки уже приходят. А вот, вот вы рассказали, в каких районах работают мобильные бригады? Мобильные бригады уже начали работу, заготовили 4700 тонн. Это в 5 районах: в Амгинском, Горном, Хангаласском, Усалданском, таких районах. И самые большие показатели: 3800 тонн в Хангаласском районе, в Амгинском районе 1900 тонн было. А что вот насчет вот Аймяконского района, да, вот, да, пострадавшего от паводка, вот как сейчас там обстоят дела? Ну, наряду с Аймяконским районом и также Момский район сейчас находится, в Момском районе сенокосные угодья в большей части находятся в подтопленном состоянии. Мы главе республики предложили организовать перевозку сена, но перед нами глава республики поставил задачу, чтобы именно на местах заготовить сено. И главы районов должны организовать на местах заготовку сена мобильными бригадами. Сейчас поступила заявка из Момского района. Также мы ожидаем заявку по заготовке мобильными бригадами сена из Аймяконского района. То есть закупать сено, вот как раньше это было, не будет? Да, вот, ну, дело в том, что, да, по всем районам ситуация по кормозаготовке ввиду продолжительных дождей остается нестабильной, и поэтому ожидать того, что будет много сена на реализацию, не приходится. И поэтому большой упор надо делать именно на заготовку сена на местах. В прошлом году у нас остаток сена из прошлого года, это получается в 2024 году, остаток сена, заготовленный в 2023 году, был в районе 37 тысяч тонн, а в текущем году уже 15 тысяч тонн. Значит, у нас запасов сена не так уж много. И поэтому хозяйства, которые будут реализовывать сено, их будет мало. И поэтому необходимо заготавливать сено на местах своими силами. Вот насчет мобильных бригад. Хватает ли сейчас сотрудников, успевают ли в сроки? Может быть, кто это вообще, про работников, да, работает? Ну, это сами хозяйства, сами члены крестьянских фермерских хозяйств, население сами выходят. Так как личные подсобные хозяйства являются сельхозтоваропроизводителями, они вправе получить субсидию на мобильные бригады. Ну и поэтому в основном это не наемные работники, а именно
работники хозяйства, сами население. То есть где-то больше может быть, где-то меньше, в зависимости от района. Да, конечно. Вот, а давайте вернемся к овощам. Какие сейчас у нас овощи выращиваются? Можно подробнее про это рассказать? Чем обеспечивает республика сейчас на данный момент Ну, себя? Конечно, основной упор делается на так называемый борщевой набор. Это капуста, свекла, морковь. В этом году мы планируем более 26 тысяч тонн заготовить, да, овощей. И также большой свой вклад делает наша круглогодичная теплица «Саюри». План у них в районе 2500 тонн. Также необходимо хозяйствам также большой упор уделять именно на мелиорацию. И в текущем году было очень много заявок, но, к сожалению, из-за того, что там по порядку предоставления субсидий федерального бюджета, там очень много, только 50% субсидируется. И хозяйствам необходимо все затраты уже понести по факту. И поэтому это очень трудно для хозяйств. И кредитование со стороны банков также очень сложно им получить кредиты, и поэтому это направление нам еще необходимо проработать. А что насчет семян? Вот как идет закупка, да, может быть? Семена, да, вначале я проговорил, да, про семеноводство. В республике более 16 семеноводческих хозяйств. Это хозяйства, которые размножают семена. Из суперэлиты делают элиту, потом последующие репродукции. Эти семена приобретаются именно часть населения, но в основном хозяйства, которые уже возделывают в основном продовольственный картофель. Также идет семеноводство по отрасли зерновод, по зерну. В текущем году нами планируется хозяйством заготовить 2000 тонн семян зерновых и более 1000 тонн семян картофеля именно на реализацию. Потребность, да, по всей республике, так как площади именно организованных хозяйств по картофелю составляет порядка 2300 гектаров, общая потребность по семенам картофеля составляет 7000. Основной упор хозяйства семенами должны обеспечивать сами, а именно сортообновление это идет от семеноводческих хозяйств. Но ввиду того, что семена все равно необходимо обновлять, приходится завозить из-за пределов республики. Этот объем мы постепенно снижаем. Были времена, когда мы завозили 2000 тонн. Сейчас этот показатель у нас снизился до 800 тонн. Уже из-за пределов завозим. Спасибо, Вячеслав Владимирович, что сегодня к нам пришли, рассказали такую подробную информацию. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи.